Всем привет, ребята! На канале Химия Онлайн мы сегодня разберем всю химию за 7 класс. То, что вы изучаете с сентября до мая, мы сейчас это за 20 с лишним минутам с вами разберем основные моменты за 7 класс. Просто проконспектируйте и запомните, о чем сейчас идет разговор. Я надеюсь, с этой информацией вы на 8 класс смело можете идти. Итак, поехали. В первую очередь давайте разберем вещества и их смеси. Что это такое? Вообще вещества, чистыми веществами, вещества делятся на чистые и на растворы смеси. А чистыми веществами называются вещества, которые состоят из частиц одинакового вида. А раствор – это смесь веществ. Смесями называются вещества, в состав которых входят частицы разного вида. Итак, например, вода состоит из одинаковых частиц, называемых молекулами воды. Сахар состоит из одинаковых частиц, называемых молекулами сахара. Вода и сахар по отдельности – это чистые вещества. А если их смешать, то происходит диффузия, молекулы сахара проникают между молекулами воды, образуется раствор, в состав которого входят молекулы воды и молекулы сахара. Это у нас уже смесь. Вот на картинке, как вы видите, чистые вещества состоят из одного вида маленьких частиц, из желтых и из серых, а смеси из разных видов частиц. Понятно, да? Все, поймите этот момент, запомните и запишите к себе. Итак, следующее понятие – это агрегатное состояние. Что это такое? У нас имеется 3 основных и еще один вид агрегатного состояния. Основные – это твердое, жидкое, газообразное. А 4 – это плазма. Об этом вы можете посмотреть на моем полном видео, на моем канале об агрегатных состояниях. В зависимости от условий, одно и то же вещество может находиться в различных агрегатных состояниях. Это может быть твердое, это может быть жидкое или же это газообразное. К примеру, мы можем взять молекулу воды. Она может иметь в виде льда, это у нас твердое, в виде жидкости и в виде пара, это у нас газообразное состояние. То, что они меняются, вот вода, то, что меняется на твердое или на жидкое или на газообразное, здесь у нас молекулы не различаются. Различие у них заключается в расположении, характере движений и взаимодействии этих молекул. То есть, если вода в твердом состоянии, эти молекулы воды, они вплотную находятся очень близко, плотно держатся друг за другу. А в жидком виде они более расслаблены, движутся между собой. А в газообразном виде они находятся далеко друг от друга, и они очень быстрыми темпами, скоростью движутся между собой. И в частности, очень резко сталкиваются между собой. Различие только в этом. Также процессы, которые от твердого на жидкое переходы имеют свое название. Например, от твердого, если мы переходим в жидкое состояние, это называется плавление. А если наоборот, то это кристаллизация. Если жидкое состояние переходит в газообразное, это парообразование. То есть вы жидкость поставили на газ, там у вас температура большая, вода испаряется и происходит парообразование. А если газообразное состояние переходит в твердое, это у нас десублимация, а если наоборот, это сублимация. Вот просто данные моменты запомните, и на примере воды, и у вас никаких проблем с разницей агрегатных состояний не будет. Понятно, да, я надеюсь? Итак, поехали дальше.
Основные моменты химии, в первую очередь, это атомы и молекулы, химические реакции. Вообще, что такое атом? Атом — это мельчайшие химические неделимые частицы веществ. То есть, например, как на картинке вы видите один атом, водорода и другой атом водорода. Вот это маленькие частицы. Если соединить этих два атома, у вас образуется молекула, одна молекула. Что это значит? Это значит мельчайшие частицы вещества, сохраняющие свойства и состав данного вещества. Уже молекула образуется как целая формула. Химическую формулу H2 — это у нас газ. Или же один атом водорода, вот маленькая частица, и плюс атом хлора, это тоже маленькая частица. Они две маленькие частицы, если их соединить, то получится молекула хлороводорода. Вот водород сама по себе, она не может состоять как формула. Химическая формула, здесь уже понятие валентности идет. У них есть ручки, и вот эти ручки, они не должны быть свободны. Понятно, да? Например, у водорода одна ручка, она не может просто так стоять. Она должна с кем-то быть связана, либо с собой, еще одним водородом, либо с хлором, либо, например, вот у кислорода две ручки. Значит, кислород соединяет в себе два водорода и образует молекулу воды. Два водорода плюс один кислород. Здесь у нас по отдельности атомы, которые имеют ручки и ни с кем не связаны. Это у нас атом. Если эти атомы соединить, у нас образует молекула. Молекула — это уже одна целая химическая формула. Вот, например, как вы видите, первое у нас водород. Водород вот имеет на рисунке молекулы две синие шарики. Вот эти две синие шарики, они держат ручку между собой и образуют от молекулу водорода H2. И эту двойку мы пишем в индексе ниже данного элемента. Или же, например, вот сера. У серы 6 ручек, у кислорода 2 ручки. Значит, сера это у нас желтый шарик, связывает 3 таких кислородов, и они держатся с 2 ручками. Каждый кислород держится с 2 ручками и образует SO3. Понятно, да? Или же здесь математически можно сказать, что сера 6-валентная, кислород 2-валентная. Сокращаем между собой, и получается 6 делим на 2, у нас 3, значит SO3. Вот точно так же и другие. Например, вот NH3, они имеют коэффициент тройку перед N. Это у нас означает, что данные молекулы, не элемента, не атома, а данные молекулы в количестве 3. 3 разных молекулы. Как на картинке видите, вот фиолетовый большой шарик, это у нас азот. Соединяет между собой водороды, 3 водорода. Почему? Потому что у азота 3 ручки, поэтому соединяет себе 3 водорода. Таких вот молекул у нас 3. Это в обозначении коэффициента. Это у нас химическая формула. С химической формулой мы разобрались, поняли уже, что такое атом, поняли, что такое молекула. Итак, дальше мы переходим на химические реакции. Вообще, что такое химические реакции? Это у нас превращение одного или нескольких исходных веществ в другие вещества. При этом происходит как перераспределение электронов и образуются новые химические вещества. Химические реакции имеют разных видов. Бывают реакции соединения, разложения, замещения, обмена, окислительно-восстановительные реакции, кислотно-основные реакции. Вот этих разновидностей вы должны запомнить и понимать. Например, реакция соединения. 2 разные молекулы
они соединяются между собой, вот вещества, две разные вещества соединяются между собой, складываются и образуют нового сложного вещества. Например, феррум плюс S, как видите на картинке, образовался феррум S. Они просто между собой соединились. Понятно, да? Вот таких моментов уже само название соединения говорит, что они соединяются. Если это разложение, значит феррум S, например, разлагается на феррум плюс S. Наоборот. Само слово за себя говорит. И самое важное для нас, для всех химиков, начинающих химиков, это периодическая таблица Менделеева. Как ею пользоваться, как с ней работать, мы сейчас расскажем с вами в дальнейших наших минутах. Не перемотайте, смотрите до конца. Итак, ребята, продолжаем. Вообще периодическая система Менделеева. Что это такое? Как ею пользоваться? Очень просто, понятным языком мы сейчас с вами разберем. Вот, как вы видите на экране, это у нас периодическая система, полная, большая. Здесь у нас имеется и лантаноиды, и актиноиды. Внизу, как вы видите, это 6-я и 7-я. Вот. Теперь можно использовать и без них, потому что, в частности, мы используем вот в эту часть, верхнюю часть. Это самое главное. Теперь, что мы здесь видим? Мы видим сверху цифры, где они расположены вертикально. Все цифры, которые расположены вертикально от 1 до 18, это у нас группы. Есть группа А, есть группа Б. А у нас это главная группа, Б у нас это побочные группы. А все, что у нас расположено цифры горизонтально, это у нас периоды. Как вы видите, их 7. Теперь, что вообще означает это группы и периоды? Группы — это у нас количество электронов на внешнем уровне. Если вы не знаете, что это такое, можете пересмотреть мои видео на моем канале. Вы их увидите. А что означают периоды? Это количество энергетических уровней. Энергетические уровни — это где эти электроны находятся. Понятно, да? Теперь мы разобрались, что за цифры у нас сверху и снизу находятся. А вот в каждом элементе, например, вот водород, вы видите цифру 1. Это у нас порядковый номер 1, 3, вот 11, 4, вот с этой стороны гелий. 2 — это все у нас порядковый номер. Понятно, да? Итак, вот водород. Вы видите, у водорода номер 1. Это у нас порядковый номер. Вот сверху видите, это у нас порядковый номер. А он не просто номер, он означает очень много значений, а именно количество электронов и протонов. Вот сколько равен порядковый номер, столько у нас электронов и протонов. Электроны у нас отрицательно заряжены, а протоны у нас положительно заряжены. А то, что внизу 1,008, это у нас относительная масса АР. АР равен протон плюс нейтрон. Отсюда вы можете узнать, сколько равен нейтрон. То есть протон у нас 1, электрон у нас 1, а сколько у нас нейтрон? Нейтрон мы можем найти через формулу АР минус П, минус протон. АР у нас равен единице, минус протон единице, значит нейтрон нулевой. Вот таким образом вы можете использовать периодическую систему порядкового номера. Теперь по нему, вот вы видите по цветам, то, что у нас оранжевый, это щелочные металлы, то есть их свойства какие вы можете увидеть. А то, что желтый, это щелочно-земельные металлы. То, что коричневый, это у нас лантаноиды. То, что у нас розовое, это у нас актиноиды. И какие у нас металлы? Есть переходные металлы, есть у нас постпереходные металлы, и неметаллы у нас отмечены зеленым цветом. И благородные газы у нас отмечены фиолетовым цветом.
Еще, как различить, где находится металл и не металл? Все элементы, которые находятся ближе к фтору, вот он фтор, он очень опасный, очень такой элемент. Фтор, все, что ближе к фтору, это все не металлы. А все, что ближе к Франции, вот внизу, это у нас металлы. То есть чем ближе к металлу, свойства металлические сильнее. Чем ближе к фтору, свойства неметаллические сильнее. И также наоборот, свойства металлические, значит, к фтору слабее, и эти свойства неметаллические к Франции тоже слабее. Также вы можете определить электроотрицательность. Опять же, как металличность, неметалличность, можно это заметить от фтора. Все, что ближе к фтору, это все электроотрицательность выше, а все, что ближе к Франции, электроотрицательность ниже. Элементы понятны, да? Вот таким вот диагонально вы можете это увидеть. И самым первоизучающим химию ученикам можно отметить по таблице Менделеева валентность. И это как это работает? Валентность равен номеру группы, но не всех. Первая, вторая, третья. Все элементы, которые находятся под первой группой, вот, водород, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций, все они имеют валентность номер 1. А все элементы, которые находятся под группой 2, они имеют валентность номер 2. И все элементы, которые находятся под группой 3, они все имеют номер 3 валентности. А также эти элементы занимают 70% постоянного пользования этих элементов. Если вы будете знать этих элементов, значит вы 70% уже знаете валентность данных металлов, неметаллов. И просто запомните, валентность кислорода равен 2. И все. На этом вы можете просто по таблице Менделеева определить валентность таким же образом. Также по таблице Менделеева вы еще можете определить электронные орбитали, где что находится, сколько там электронов, сколько на внешнем уровне электронов. Как вы видите, на примере давайте углерода. Сколько у них электронов? 6. Сколько электронов, столько и у нас электронной орбитали. Вот 1s2, 2s2 и 2p2. Стрелки сначала мы ставим вверх, потом только вниз. Сначала мы заполняем 1s, стрелка вверх, стрелка вниз, потом 2s, 1 вверх, 1 вниз. Далее мы заполняем p. Вот 2s у нас равен 4, еще 2 не хватает, значит мы верхние стрелки отмечаем вверх. Понятно, да? И на этом точно так же вы определяете и другие, там уже заполняете p-орбитали, d-орбитали и f-орбитали разных металлов. Ссылку данного сайта я вам оставлю в описании моего видео, и можете вы по нему также работать очень легко, очень быстро. Я думаю, вам понятно, что вообще такое периодическая система. Итак, мы еще подробно поговорим о валентности. Валентность у нас бывает также постоянные и переменные. Постоянно они бывают только до 3, которые я вам ранее рассказала по таблице Менделеева. Первая, вторая, третья группа. Больше 3 постоянной не имеет, а переменная может быть и 2, 6, 4 валентной. Это может быть сера, может это феррум 2-валентный, 3-валентный, или же другие, так скажем, элементы. А что такое относительно молекулярной массы? Что это означает? Вы уже поняли относительно атомную массу, мы это берем в периодической системе, а относительно молекулярную массу мы сами это вычисляем.
Масса молекулы, выраженные в атомных единицах массы, называются молекулярной массой данного вещества. Например, как мы его вычисляем? Вычисляем мы его следующим образом. Относительную атомную массу каждого элемента умножают на число его атомов в составе молекулы, и полученные данные величины между собой суммируются. Давайте на примере посмотрим. Вот, вам дано азот. 2 азота умножаются на 2. Почему? Потому что атомная масса азота равен 14. Это АР. Вот АР, N равен 14. А МР это молекулярная масса. N2. Уже N2 это целая формула. N это элемент, это атом, а N2 это молекула, целая формула. Как мы его вычисляем? Вот данный индекс 2 умножаем на его атомную массу. Атомную массу мы посмотрели в таблице Менделеева. И получится 28. Атомную массу в таблице Менделеева мы обязательно должны округлить по математическим законам. Если, например, после запятой он больше 5, округляем его до целых чисел в большую сторону. Если меньше 5, то оставляем как есть. Например, следующий пример посмотрим. МР, вот СО3. Как мы его находим? Сера. Атомная масса серы равен 32. Суммируем между собой, как я уже ранее говорила, складываем. Вот серу складываем с кислородом. Кислород у нас 16, и еще индекс его 3. Умножаем на 3. И по математическим законам сначала мы умножаем 16 на 3, потом складываем на 32. Это у нас 80 грамм на моль. Все, 28 грамм на моль. Это атомная единица массы. Все, вам необходимо знать вот только вот данные формулы. Если вы умеете вычислять атомную молекулярную массу в 7 классе, это уже супер достижение. Все. Вы знаете, что такое вообще чистые вещества и смеси. Знаете состояние, агрегатное состояние. Смело работаете с таблицей Менделеева и умеете находить атомную массу, смотрите это в таблице Менделеева, и вычислять атомную молекулярную массу. Для ученика 7 класса данная информация является основной, и вы можете смело переходить на 8 класс без каких-либо проблем. А остальные моменты по химическим реакциям, уравнение данных реакций мы уже глубже рассмотрим в 8 классе. У нас будут новые видео, не пропустите. Надеюсь, это было для вас понятным, простым. Подпишитесь, обязательно проконспектируйте все, что я вам рассказала, и просто запомните, поймите эти моменты. С вами была я, Назерке Альбекқызы, на канале Химия Онлайн. Всем пока-пока.